Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике и за ее пределами. Наши корреспонденты поведают об активном отдыхе и, конечно, мы покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. В начале выпуска о достижениях местного масштаба продукция якутских производителей становится востребованной на российских рынках в условиях санкций западных стран, заменяя импортные аналоги. Разработчики роботов-уборщиков Ведроид по заявкам заказчиков приступили к глубокой модернизации своей продукции. При этом по цене они в 10 раз дешевле зарубежных. До этого роботы-дезинфекторы Ведроид Фотон успешно прошли апробацию на объектах РЖД в Нерюнгри, и железнодорожная компания заинтересовалась их поставками. Устройство делается из простых компонентов, которые доступны на рынке, которые легко заменяются российской компонентной базой. То, что легко добывается на территории России, и производить данную технику можно в городе Якутске. Что из больших плюсов, у нас есть предзаказы до нескольких сотен этих устройств. И мы сейчас проводим модернизацию роботов Ведроид мойщиков, это роботы-уборщики полов, и роботы-дезинфекторы. В первую очередь мы, конечно, рассчитываем на модернизацию наших больших роботов, потому как на них есть большой, колоссальный спрос на рынке России. А также он имеет высокий экспортный потенциал. А во Дворце детства в Якутске прошла игровая спортивная эстафета среди столичных школьников. Мероприятие было посвящено Году культурного наследия в республике и столетию якутской автономии. Включало в себя национальные игры народов, проживающих в Якутии. Как прошла весенняя эстафета, расскажет Саргалана Неустроева. Дети Якутии! Детям Азии! Привет! Еще громче привет! Начало эстафеты ознаменовалось необычным флешмобом. Дети, выстроившись в большое число 100, на камеру коптера оставили свое послание для грядущих игр «Дети Азии». Но все же самая главная цель прошедшей эстафеты – это, наконец, собрать учащихся на свежем воздухе для активных игр. Свежий воздух. Чисто оздоровительное мероприятие. Для школьников, которые 2 года буквально сидели дома. Это раз. Во-вторых, это знание национальных игр народов, населяющих нашу республику. Участие в эстафете приняли учащиеся с 7 по 8 классы. Сначала настроение ребят не особо вдохновляло на спортивные подвиги. Как-никак долгие перерывы в массовых мероприятиях дают о себе знать. Но позже интересная программа оживила ребят. Здесь вам и бурятские прыжки в мешках, и перетягивание канатов, и кидание палки. Начали! Быстрее, быстрее! Секундомер! Быстрее, быстрее, быстрее! Как ваше настроение? Все хорошо, нормально, очень хорошо. Да, ребята? Отлично, очень классно, нам понравилось. Ну, настрой как? Боевой? Да, боевой. Да, очень нравится, очень весело. Всего участие в эстафете приняли более 48 учащихся из 4 школ. Определились и лучшие команды. Однако самое главное, что дети весело и с пользой провели время на каникулах. По словам организаторов, вполне возможно и постоянное проведение подобных игр. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. А вот в школе «Арктика» в Нерюнгре провели большой праздник встречи весны. Нововведением стал отчет воспитанников, которые посещают кружки по программе дополнительного образования. Ирина Жданова побывала на торжественном мероприятии. Каждый праздник, организованный в школе «Арктика», это яркое и красочное событие, которое впечатляет и гостей, и зрителей. В подготовке всегда задействованы все учащиеся и педагоги. Праздник очень интересный, он проводится уже который год, не только у нас, он проводился в Алданском районе, он проводился в Венгрии в свое время, в тех национальных школах, где преподают родные языки, где проживают именно те представители малочисленных народов Севера. Название праздника «Нелкини Эмерен» переводится с авенкийского как «весна пришла». А для северных народов приход весны – это пробуждение природы, рождение новой жизни и время надежд.
Педагоги школы «Арктика» подготовили специальную выставку. Также в рамках праздника был организован круглый стол, где обсудили тему профориентационной работы и вопросы психологии в условиях сельских школ. В это же время школьники готовились к более веселым мероприятиям – конкурсу богатырей и презентации национальных костюмов. Мы готовились с праздником. Я после соревнований, когда сюда приехала, сразу начали тут готовиться. Дети давно еще начали готовиться. Сегодня в школе обучается 125 учащихся из 18 северных арктических районов, а также и из других регионов. Это школьники с 8 по 11 класс, разделенные по принципу общинного самоуправления. Всего 4 общины, которые в течение года соревнуются, получая баллы за хорошую учебу, дисциплину, успехи в спорте. Например, в Усянском районе, когда я учился в 7 классе, я знал там базовые слова, как тебя зовут, откуда приехал, и цвета могу там себя представить. А здесь в школе «Арктика» именно соединили все мои знания, и я стал 100% владеть своим родным языком. Экспериментальная школа «Арктика» единственная в России, где ведется преподавание языков и культуры всех 5 коренных малочисленных народов Севера. В первую очередь в школу принимают детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей. Второй и третий день праздника тоже обещают быть насыщенными. В программе конкурс ораторского искусства, флешмоб, хоровод, игры, вечер дружбы и даже отчетный концерт педагогов дополнительного образования. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске презентовали книгу «Рождение новой сказки о Лабе». Мероприятие провели в честь Международного дня детской книги. Его участниками стали ученики 2 класса школы номер 2. А инициатором проекта выступили жители Аймиконского района. Автором произведения стала писательница Евдокия Иринцева-Огдо. За основу сюжета взята легенда о чудовище легендарного озера Лабынкыр. Так главный герой сказки Менде подружится со странным, но очень добрым и веселым существом Лаби. Должна быть в каждой сказке, конечно, мораль. Вот чисто детские его помыслы, желание развиваться, желание познать мир, желание сделать что-то хорошее. Это все в сказке есть, я не намерена все раскрывать. И все это с колокольни мыслей сегодняшних детей. Книгу выпустят на русском и якутском языках в мае этого года. Кроме того, как подчеркивают представители администрации Аймиконского района, образ обаятельного чудовища Лаби может стать стартапом для производства игрушек и сувениров местными предпринимателями. Озеро Лабынкыр, как озеро легенд, где обитает якутская Несси, является одним из ключевых туристических достопримечательностей Якутии. Нами намечены научные и туристические проекты совместно с Русским географическим обществом на озере Лабынкыр. В прошлом году был утвержден грант главы Аймиконского улуса за лучший проект по продвижению туристических брендов и инвестиционных идей. А в представительстве «Алроса» в Якутске состоялась торжественная церемония передачи копии алмаза имени Семена Захаровича Борисова, видного государственного деятеля Якутии, стоявшего у истоков алмазодобывающей промышленности республики. Копию именного алмаза передали Тылыминской средней школе села Ломту Камегино-Кангаласского района. Подробности далее. Семен Захарович Борисов сыграл огромную личную роль в становлении, создании и развитии алмазодобывающей промышленности в Якутии. Он поддерживал геологов, когда начинались поиски алмазов, потому что прекрасно понимал значение этого драгоценного камня для дальнейшего социально-экономического развития республики и страны в целом. Так, в этом году исполняется 65 лет создания треста «Якуталмаз» в 1957 году. Не секрет, что в 50-е годы Министерство цветной металлургии СССР не поддерживало развитие алмазной отрасли не только в Якутии, но и в стране в целом. И зная это, Семен Захарович встретился в 1956 году с первым секретарем ЦК Никитой Сергеевичем Хрущевым и показал ему наши первые якутские алмазы, убедил его, что алмазная отрасль и промышленность в Якутии станет локомотивом и в целом бюджетообразующим отраслью для республики, для страны в целом. В 2001 году имя Семена Борисова было присвоено Тылыминской средней школы села Ломту Камегино-Кангаласского улуса, при которой открыт музей-кабинет Семена Захаровича.
Мы планово ведем работу по увековечению его имени. В рамках столетия Якутской ССР запланировано открытие музея имени Семена Захаровича Борисова. Этот алмаз будет самым центральным экспонатом музея Семена Захаровича Борисова и будет радовать всех детей, всех педагогов и жителей нашей республики. Семен Захарович Борисов сделал огромный вклад в освоение месторождений алмазов в Якутии, строительство города Мирного, алмазообогатительных фабрик и карьеров и возведении Вилюйской ГЭС, предназначенной для энергообеспечения алмазодобывающей отрасли. Семен Захарович Борисов был очень деятельным. Всегда у него рождались какие-то идеи, не только связанные с работой, с его переживаниями о народном хозяйстве, как тогда говорили, но и своих каких-то бытовых вопросов. Он тоже являлся локомотивом у нас в семье. Имя Борисова Семена Захаровича было присвоено компанией «Алроса» ювелирному алмазу весом 64,5 карата в 2000 году. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Якутск. Перейдем и к другим темам. Творческая команда во главе с Аялом Федоровым создала куклу из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». По словам создателя куклы, она состоит из полиэфирной смолы, стекломатериала, красок и грунтовки. Все механизмы команда делала самостоятельно. Так у куклы может поворачиваться голова при включении музыки. Теперь каждый желающий сможет сфотографироваться с ней, снять видео и ощутить атмосферу нашумевшего сериала. И в завершении бурые медведи Пуги и Машенька проснулись после зимней спячки в зоопарке Артодайду в Хангаласском районе республики. Ветеринары оценили состояние здоровья животных как удовлетворительное. По словам Луки Сафронова, они ведут себя привычно и укрываются лишь вечером, чтобы отдохнуть. Напомним, 26-летний медведь Пуги – несостоявшийся цирковой артист, который не поддался тренировке. Он прибыл в Артодайду в 1994 году. Медведица же Машенька попала в зоопарк по реабилитационной программе в 2007. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.